Исправная пожарная сигнализация – это первое, что проверяют сотрудники МЧС. Время каникул, а значит, по коридорам никто не бегает. И самое время пройтись и осмотреться. Соблюдаются ли здесь меры пожарной безопасности? Ну, датчики новые у нас установлены здесь. В рабочем состоянии у нас все. Так, знаки эвакуации. План эвакуации у нас здесь присутствует. Да, план эвакуации. По коридору у нас расположены огнетушители. В каждой школе должен быть ответственный сотрудник, в обязанности которого входит отслеживание соблюдения норм пожарной безопасности. В третьей школе Карабулака такой человек тоже есть. Это замдиректора по административно-хозяйственной части Зелимхан Ханиев. А учебные эвакуации нужно проводить? Проводим, ежеквартально проводим. И сейчас 29 числа, буквально завтра, будем еще раз с персоналом проводить эвакуацию. У них же квартально, они сами должны проводить. Да. Год по 2 раза, 3 раза мы проводим с ними совместно. Приезжаем, мы ничего с ними не согласуем, просто приходим, нажимаем ту кнопку эвакуационную и наблюдаем, где они выстраиваются и за какой период времени. Зелимхан показывает места расположения эвакуационного плана, указателей и выходов. Сколько у нас эвакуационного? 7. 7. Все закрыты на щеколду, чтобы дети могли доступно открыть их. На ключ не закрывается во время учебного процесса. Все. Знаки направления у нас есть. Ну, здесь я их не повесил. Не повесил, Здесь, но в других местах да, вон здесь есть. детей нету. Здесь еще и уголок, да, по чрезвычайным ситуациям. Да. Нареканий у сотрудника МЧС к третьей школе Карабулака нет. Все требования пожарной безопасности соблюдены. Но так было не всегда, отмечает директор школы Лидия Гомкартиева. Учреждение стало отвечать нормам безопасности после капитального ремонта, который завершили около месяца назад. Вот и в этом году у нас капитальный ремонт школы, который впервые проводится за 25 лет существования этого здания. Капитальный ремонт позволил нам обновить нашу пожарную сигнализацию, электрику во всей школе. Она была в очень плачевном состоянии. И сейчас мы можем уверенными быть, что в этом плане, с этой стороны, нам угрозы никакой не существует. Учитывая, что школа располагается в оживленной и плотно застроенной части города, не будет лишним напомнить и некоторые другие правила. Не менее важно осуществлять контроль за состоянием дорог, проездов и подъездов в школе, следить за тем, чтобы они не загромождались автотранспортом, а в зимнее время регулярно очищались от снежных заносов и льда. Делается это для того, чтобы пожарные автомобили имели возможность беспрепятственно проехать на территорию школы. А вообще, если пожар принял большие масштабы, то огнеборцы используют местные водоисточники. Адам Мережков, Сулейман Костоев, Новости 24.